столице Швеции прошло собрание Уйгурской ассоциации просвещения и солидарности с общественными деятелями и старейшинами диаспоры. В собрании, которое прошло в офисе организации и Уйгурском этнокультурном центре, были рассмотрены будущее Восточного Туркестана, угрозы и пути решения имеющихся проблем. Секретарь Коммунистической партии города Яркент Кашгарской провинции Восточного Туркестана был арестован после того, как освободил 7 тысяч заключенных уйгуров. По сообщениям Туркестан Пресс, Ван Юнцзинь построил по приказу центрального правительства лагерь вместимостью 20 тысяч человек и заполнил учреждение невинными людьми. Но затем закрыл учреждение, освободив 7 тысяч заключенных из-за падения экономики города. Ван Юнцзинь был отстранен от должности, лишен политических прав и арестован по обвинению в отказе от выполнения приказов. В Малайзии были задержаны свыше 1000 граждан Китая, занимавшихся мошенничеством. Согласно заявлению Департамента иммиграционной полиции города Киберджая провинции Селангор, около 1000 граждан Китая были задержаны по обвинению в организации банды, занимавшейся мошенничеством через интернет. Сенат США одобрил законопроект, в котором китайская администрация обвиняется в жестоком отношении к демонстрантам в Гонконге. Законопроект о правах человека и демократии в Гонконге, предоставленный сенатором-республиканцем Марко Рубио, был единогласно одобрен республиканской и демократической партиями. Законопроект, призванный поддержать автономию Гонконга, предусматривает установление особых торговых отношений между Гонконгом и США и введение санкций против китайских чиновников, которые замешаны в насильственных действиях против участников демократических митингов. Европейский суд по правам человека приговорил Венгрию к выплате 28 тысяч евро в качестве компенсации за возвращение в Сербию 2 незаконных мигрантов, обратившихся с просьбой о предоставлении убежища. 15 сентября 2015 года Европейский суд объявил свое решение по иску, поданному 2 гражданами Бангладеша, которые подали ходатайство о предоставлении убежища в транзитной зоне, но были отклонены венгерскими властями спустя 3 недели. Согласно решению суда, Венгрия выплатит истцам компенсацию в размере 28 тысяч евро. Северная Корея решила укрепить стратегический диалог с Россией в период, когда Соединенные Штаты стремятся возобновить ядерные переговоры. Во время визита в Москву первый заместитель министра иностранных дел Северной Кореи Чхве Сон Хи, который является одним из важнейших участников ядерных переговоров, провел ряд важнейших встреч. Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил, что возобновление переговорного процесса зависит от позиции США и дал Вашингтону отсрочку до конца года.